Хорошо. Значит так, приветствую всех, Sveicinu кто visus, здесь и там. kas ir šeit un tur. И сегодня я хочу поговорить о теме, которую я обещал вам. Un es šodien gribu runāt par tēmu, par kuru es jums apsolīju. Границы Святого Духа. Svētā gara robežas У каждого из нас, katrā mūsos. у каждого из нас есть границы. Katram no mums ir robežas. Согласны? Jūs piekrītat? Даже у собаки есть свои границы. Pat sunim ir viņa robežas. И когда ты ее переступаешь, Un tad, kad tu viņu pārkāp, что случается? kas notiek? Цап. Iekož. Да, к сожалению. Diemžēl. Да, видите, так и есть. Так, это Богом устроенный порядок. Tā ir Dieva radīta kārtība. И Бог есть тот, Un Dievs ir tas, который установил это, и Он сам есть блюститель границ. kurš ir iestādījis to, un viņš ir pats, Ну, косарга. kas sargā šīs robežas. Так вот, мне кажется, дал вам неправильное местописание прочитать. Es jums iedevu nepareizo raksturvietu, ko izlasīt. Да, которое я сказал, прочитайте дома, домашние задания. Kur es teicu, lai jūs izlasat mājas uzdevumā. Я сказал Первое Царство, 1 глава, 30 стих, но это вообще не об этом. Es teicu, pirmā ķēniņu grāmata, pirmā nodaļa, bet tas vispār nav par to. Но я смотрю, что Вика молодец, она уже подготовилась, все у нее тут написано. Jā, es tam višķi sagatavojos. У нее проповедь готова, моя уже. Mans viņas vātruņa jau ir gatava, Шучу. bet es jokoju. В общем, надо было читать не это, дорогие. Bet nevajadzēja šo Но те, lasīt. кто прочитали Bet tie, kuri izlasīja и выполнили домашнее задание, un izpildīja šo mājas вам uzdevumu, все равно зачет. jums vienalga būs Дух ieskaitīts. Святой это видит, Svētais gars to redz. и послушание всегда вознаграждается. Un paklausība vienmēr tiek atmaksāta. Мой первый пастор, Mans pirmais mācītājs, представляете, у меня первый пастор был когда-то. man bija kādreiz И он меня pirmais мудрым mācītājs. вещам учил Un viņš очень. man mācīja tādas Он gudras мне говорил lietas. такую вещь, я это запомнил на всю жизнь Viņš man свою. pateica tādu lietu, un es to atcerējos uz Мы visu savu ехали в mūžu. машине, я даже помню, на какой машине и на какой улице мы были в Лиепае, Mēs когда мы с ним braucām ехали. mašīnā, un es pat atceros, ar kādu mašīnu, pa kādu ielu mēs braucām, kad es biju kopā ar viņu mašīnā. Такой Ford Mondeo серебристого цвета был. Tad Ford Mondeo sudraba krāsā. И мы ехали по Лиепае. Un mēs braucām pa И Liepāju. я даже говорю, знаю, какая улица, но это не важно. Es pat atceros ielu, bet tas nav svarīgi. Но почему я запомнил? Потому что это важнейший урок жизни. Bet kāpēc es to atcerējos? Tāpēc, ka tā ir tāda svarīgākā mācība И я dzīvē. вокруг все запомнил, что происходило. Un es atcerējos visu, kas apkārt И я notika. вам скажу, это более чем 20 лет назад. Un es teikšu, ka tas ir vairāk nekā 20 Un gadus задумайтесь. atpakaļ. Aizdomājieties. Что значит Библия, что говорит, не оставляй наставление отца твоего и учение матери твоей, да? Tad, ko Bībele saka, neatstāj mātes un tēva pamācību. Да. 7 глав, первые 7 глав из притчи Соломона. Pirmās 7 nodaļas no Salamana pamācībām. Да, и там везде как минимум раз или два в каждой. То есть, если 7 глав, то бывает, что из этих 7 глав даже 2 раза повторяется. Tad, ja ir šīs 7 nodaļas, tad mēdz būt tā, ka pat 2 reizes tas tiek atkārtots vienā nodaļā. Да, вот так, правильно он сказал. В одной главе бывает даже 2 раза. Tad vienā nodaļā Сын 2 мой, reizes. Dēls Сын мой, mans, dēls не mans, оставляй. neatstāj. Драгоценные, почему я делаю ударение на это? Kāpēc es uz šo rādu tādu uzsvaru? Потому что именно это успех церкви. Tāpēc, ka tas ir draudzes panākums. Сын мой, Mans dēls, дочь моя, mana meita, юноша, jaunieti, не оставляй neatstāj наставления pamācību отца твоего no sava и tēva учения матери твоей. un mācību no Это tavas будет, в mātes. современной переводе говорит, как украшение на голове твоей. Kā jaunajā tulkojumā ir teikts, tā ir kā rote tavai galvai. И вот это стало моим украшением. Un tas kļuva par manu rotu. Где-то в период жития моего, да, периоды разные. Tad dažādos manas dzīves periodos Я где-то это оставлял, но я всегда возвращался и помнил это. es kaut kur to atstāju, bet vienmēr atgriezos un Так atcerējos par бывает. to. Tā Когда mēdz мы būt. порой делаем отклонения, но потом мы все равно возвращаемся к начальной точке, то, что в прошлый раз Леонид рисовал нам, да? Tāpēc, ka mēs dažreiz kaut kur nosliecamies, bet vienmēr atgriežamies atpakaļ par to, ko Leonīds pagājušajā Leonīd, reizē zīmēja. Amen. Аминь, Леонид. Leonīd, amen. Аминь. Amen. Так вот, и он сказал такую вещь мне. Un viņš teica tādu lietu man.
мой первый пастырь. Mans pirmais Он говорит, mācītājs. ты знаешь, Андрей, Tu zini, он Andrej, говорит, если даже я скажу тебе что-то неправильно, pat tad, ja es tev teikšu kaut ko nepareizi, но ты это сделаешь, bet tu to izdarīsi, Бог, видит твое послушание, вознаградит тебя за твое послушание. Dievs, redzot tavu paklausību, apbalvos tevi, atalgos tevi. А то, что я научил неправильно, Bet to, ko es esmu nepareizi mācījis, это Бог будет со мной лично разбираться. to Dievs personīgi ar mani tiks galā. Но если ты не послушаешься, Bet, ja tu neklausīsi, Бог спросит за твое непослушание. Dievs tev atprasīs tavu nepaklausību. И равно так же, если правильные вещи учат нас, да? Un dažreiz, jā, pareizi lietas māc mums, Потому что, каждый человек, любой человек, tāpēc, ka katrs un jebkurš даже cilvēks, собака может ошибаться. pat suns var kļūdīties. Я просто, потому что у меня их 3, и знаете как. Tāpēc, ka man viņi ir 3 un И они visādi тоже iet. ошибаются. Viņi arī kļūdās. Тем более мы люди. Un vēl jau vairāk, jo Ну mēs ладно. esam Я cilvēki. шучу, Es jokoju. получается, что собака лучше, да? Я Sanāk, просто, ka suns ir labāk drusku. я хочу видеть ваши, реакции, внимание, вы вообще спите или Es gribu redzēt понимаете? jūsu reakciju, jūsu uzmanību, jo izskatās, ka jūs guļat. Но кто-то реагирует. Bet kāds reaģē? Поэтому, драгоценные, ошибиться может любой. Tāpēc kļūdīties var katrs. Но Бог смотрит на послушание. Bet Dievs skatās uz paklausību. Он смотрит. Viņš skatās. И Он будет вознаграждать. Un viņš atalgos. И есть последствия непослушанию. Un ir arī sekas nepaklausībai. Поэтому это важно. Tāpēc tas И ir границы svarīgi. Святого Духа, Un svētā gara robežas, это вообще тесно связано tas vispār ir ļoti cieši saistīti с послушанием. ar paklausību. Так вот, Tātad, те, кто прочитали, молодцы. tie, kas izlasīja malači, Вы молодцы. Но теперь я понимаю, что нам придется прочитать в любом случае эту главу. un tagad es saprotu, ka mums jebkurā gadījumā būs jāizlasa šī nodaļa. И тут есть вообще-то много что читать. Un te ir daudz ko lasīt. Я не знаю, как лучше сделать, чтобы не отнять много времени, потому что я не хочу долго растягивать. Es negribu gari izstiept, Да. Но нам надо прочитать все-таки. bet mums ir jāizlasa. И я предлагаю, что все-таки давайте не будем читать оба перевода. Lasīsim abus tulkojumus. Не будем читать. Nelasīsim, Да, потому что это долго. jo tas ir ilgi. Я попрошу всех, кто имеет латышские Библии, Visiem, kam и ir читают latviešu на bībeles, латышском, вернее так сказать, kas lasa latviešu valodā, просто следите, пожалуйста. sekojiet līdzi. И я буду читать только на русском. Третье царство, Pirmā ķēniņu, 1:1 и поехали. 1:1. Дорогие, тут очень важные моменты, Te ir которые ļoti svarīgi описывают momenti, и показывают, kas apraksta un что parāda, бывает с людьми, kas notiek ar cilvēkiem, которые переступают границы Духа Святого. kas pārkāpj svētā gara robežas, И что бывает с людьми, которыми в границах. un ar cilvēkiem, kas ir robežās. Хорошо, поехали. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться, и сказали ему слуги его, пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним. И будет тепло господину нашему царю. И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красивой, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Это важно. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросами: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив, и родился ему после Авесолома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок и Вания, сын Адоев, и пророк Нафан, и Семей, и Риси, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец и волов и тельцов у камня Зохелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеями, служившими у царя. Пророка же Нафана, Иванию и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря: «Слышал ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, и господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою, жизнь сына твоего Соломона, иди и пойди к царю Давидову и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей,
говоря: «Сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот тогда ты еще будешь говорить: там с царем войду, и я вслед за тобою, и дополню слова твои». Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, а Ависага, сунамитянка, прислуживала царю. И наклонилась Версавия, поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой, царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим: сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том». И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сынов царских и священника Авиафара, его и начальника Иоава. Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и сына моего Соломона». Когда же она еще говорила, с царем пришел и пророк Нафан и сказал царю, говоря: тут остановимся, сказал те же самые слова, что сказала Версавия. Te mēs apstāsimies, Пересказал те же слова, короче. tad pateic tos pašus vārdus. Просто, чтобы уже не читать. Дорогие, почему важна эта история? Kāpēc ir svarīgs šis stāsts? Потому что тут подчеркивается, Tāpēc, ka te tiek parādīts, то есть, давайте так пойдем. Как у нас есть границы, tieši tāpat kā mums ir так и robežas, у Духа Святого есть границы. tāpat arī svētajam garam ir robežas. Вокруг Иерусалима были стены. Apkārt Jeruzalemē bija И в mūri, этих стенах Иерусалима, un šo mūru sienās, в границах Иерусалима, robežās Jeruzalemē, совершалась воля Божья. notika Dieva griba. То есть, образно говоря, город Иерусалим и стены города Ja mēs tā sakam, tad Jeruzaleme un šie mūri apkārt Jeruzalemē, это воля Божья. tā ir Dieva Там все griba. происходит то, что хочет Бог. Даже если что-то не то, то пророк вскрывал это. Tur viss notika, kā Dievs grib, un ja kaut kas notika, kā nevajadzēja, tad pravietis to izcēla. Ну, Давид согрешил, пришел пророк, вскрыл, видите? Dāvids sagrēkoja, atnāca pravietis un to Это parādīja. образно, дорогие. Tas ir kā tāds veidos, Это просто как тайлс. tēls. То есть как образ того, что все, вот есть границы, вот стены вот. Tad ir šīs sienas, kā tāds tēls, А есть вне Иерусалима. bet ir ārpus И вот Jeruzalemes. этот сын Давида, Un šis Dāvida dēls, Адония, да? Он Adonijahu, принес жертву, viņš atnesa заколол, upuri помните? Вне Иерусалима. ne Jeruzalemē. И народ Божий, иудеи, которые служили ему, тоже собрал вне. Un arī cilvēki, kas kalpoja И viņam, arī священника туда пригласил. viņš savāca ne no Jeruzalemes, un arī Не, из Иерусалима туда. no Jeruzalemes, un arī А priesteri, все делал вне Иерусалима. bet visu darīja ne Jeruzalemē, То есть за пределами стен. aiz mūriem. Да. Так вот, и все, что вот происходило вне стен Иерусалима, не воля Божья. Un viss, kas notika ārpus šiem mūriem, nebija Dieva griba. И мы с вами видим, что он делает не по воле царя. Un mēs redzam, ka viņš dara ne pēc ķēniņa Вы gribas. согласны? Jūs piekrītat? Он делает вещи на свою голову. Viņš dara lietas uz savu galvu. И священник даже подключился к Un нему. pat priesteris viņam pieslēdzās. Почему? Kāpēc? Доколе Адония сделал пиршество вне Иерусалима, Давид в стенах Иерусалима, в границах Духа Святого, воцарил Соломона. Это мы потом пойдем туда еще. Tas ir kaut kāds. Не-не-не, это я просто читаю. Доколе Адония, Tātad Adonijahu, доколе вот он делал вещи вне границах Духа, tad, kad viņš darīja šīs lietas ne svētajā garā, границах, robežās, то svētā есть gara robežās, вне воли Божьей, ne Dieva gribā, Давид в Иерусалиме, Dāvids в Jeruzalemē, воле Божьей, Dieva gribā воцарил valdīja, Соломона. iecēla Salamanu. Да, но это мы еще вернемся туда. Bet mēs vēl pie tā atgriezīsimies. Давид завоевал земли своим мечом, Dāvids iekaroja zemes ar savu zobenu, а Соломон впоследствии царствовал bet Salamans, kurš pēc tam valdīja мудростью. ar gudrību, И тут тоже есть прообраз. un te arī ir tēls. Подержите это в разуме. Paturiet to prātā. Еще придем туда. Mēs vēl tur atgriezīsimies.
В общем, драгоценные. Dārgie, Так вот, Адония решается на свою голову делать вещи, которые Давид не давал на это добро. Adonijahu uz savu galvu gribēja darīt tad un darīja šīs lietas, Prem ko Dāvids nebija akceptējis. Так вот, драгоценные, пророк Нафан, Pravietis Nātans, он понимает, viņš saprot, что делается коварный план. kad tiek tā kā realizēts tāds slikts plāns, Но пророк знал bet pravietis zināja обетование, apsolījumu, которое dал сам Давид. kuru deva pats А Dāvids, царь Давид bet ķēniņš Dāvids, это прообраз, ну, как помните, давайте вернемся чуть-чуть назад. tas ir kā tēls, bet Pomtiet? atgriezīsimies nedaudz atpakaļ, Когда народ запросил себе царя, kad ļaudis prasīja savu ķēniņu. что сказал Бог? Ko teica Dievs? Что сказал Господь? Ko Не teica Dievs? тебя отвергли они, Самуилу говорит, да? Viņi Samuēlam teica, ne tevi atraidīja, А кого? bet ko? Меня. Mani. То есть, видите, когда они себе избрали царя, то они хотели видимого, как бы, давайте условно скажем, Бога. Tad, kad viņi izvēlējās šo ķēniņu, viņi gribēja tā kā redzēt pašu Так Dievu. вот, слово царя это закон. Tad ķēniņa vārds, tas ir likums. Это как будто сам Бог сказал. It kā to pats Dievs būtu Потому что teicis. царь без слов мог вот так вот и все, и конец себе. Tāpēc, kad ķēniņš varēja vienkārši tā bez vārdiem un beigas. Понимаете, да? То есть настолько, вот поэтому образно мы берем, что вот тут вещи, которые делал или обещал Давид, это обещание Бога Соломону. Tas ir kā tāds tēls tam, ka tās lietas, ko ķēniņš Dāvids apsolīja, tas ir kā tāds tēls apsolījums Salamanam. Да. Так вот, и тут есть такое, скажем, покушение на трон Соломона, на обетование Соломона. Ну, такое покушение. Как будет покушение? Да? Ну, давай. Tad šeit ir kā tāds uzbrukums Dāvida Не Давид, Соломону. Salaman. Так вот, видите, Torni. и это все происходит вне Иерусалима. Un tad tas viss notiek ne Jeruzalemē. Доколе, то есть давайте так, я вернусь теперь к этому моменту. Давид завоевал царство мечом. Es atgriezīšos pie šī momenta, kad Dāvids iekaroja То есть власть, ar zobenu, tad ar varu, силой. spēku. Так? Так. Это был его престол. Tas bija viņa Но tronis. то, что он обещал Соломону, Бог обещал. Bet to, ko viņš apsolīja Salamanam, to Dievs apsolīja. То есть тут есть некий прообраз. Te ir tāds tēls, Иисус одержал победу над дьяволом силой и властью. kad Jēzus uzvarēja Sātanu ar spēku un varu, А Соломон bet Salamans царствовал мудростью. valdīja ar gudrību. Вы согласны? Jūs piekrītat? Потому что при нем ни одной войны не было. Tāpēc, ka pie viņa nebija neviena kara. Соломон царствовал мудростью. Salamans vadīja Так ar вот, gudrību. Иисус завоевал для нас победу властью и силою, Tātad Jēzus iekaroja priekš mums valstību ar varu un spēku, отняв власть у начальстве господств. atņemot varu tums spēkiem. Да. Раздал дары кому? Un deva dāvanas Церкви, давайте скажем. draudzēji. И как церковь сегодня должна царствовать? Un kā mūsdienās draudzēji Mudrостью. ir Так вот, Давид jāvalda ar gudrību. это прообраз Иисуса. Tātad Dāvids ir kā tāds Потому что tēls так и Jēzum. сказано, что от чресл его Tāpēc, kad ir rakstīts no viņa Иисус cilts, сделал все. un Jēzus visu izdarīja. И тут приходит эпоха царствования Соломона. Un te nāk Salamana valdīšanas ēra. И это прообраз царствования Духа Святого сегодня в церкви. Un tas ir kā tāds tēls, kā svētais gars valda draudzē. Как? Kā? Мудростью. Ar gudrību. Вот видите? И тут есть что-то, что пыталось помешать как бы. Un te ir kaut kas, kas arī mēģināja traucēt. И понятно, что Духа Святого никто не смог остановить и никогда не сможет, но все же. Un ir skaidrs, ka svēto garu neviens nekad nespēs apstādināt, bet tomēr. Но все же есть в церкви Адонии, которые пытаются царствовать вне границах Святого Духа.
draudzēs ir vienalga šie Adonijahu, kuri mēģina valdīt ne draudzes robežās, bet ārpus. Сейчас хочу быстренько. Как этот священник забыл уже? Так, Нафан, это пророк был. Где же ты спрятался? Да, Авиафар. Авиафар, да, священник был. Да, вот, смотрите, да, вот он, Авиафар, да. Tātad priesteris Abjatārs. Это тоже прообраз пастора, Tas arī ir kā veidols который mācītājam, царствует kurš valda вне воли Божьей. ne Dieva gribā. Заметили, да? Потому Поманījāt. что он пошел. А почему он пошел за этим Адоньяху? Kāpēc viņš sekoja šim Adonijahu? Почему? Кто из вас может догадаться? Kurš var iedomāties to? Священник что должен был делать? Kas ir jādara В priesterim? стенах Иерусалима учить чему? Visus Jeruzalemē mācīt ko? Обетованиям. Apsolījums, Закону. likumu. Обетование какое было? Kādi apsolījumi bija? Ну, мы сейчас, конечно, мы так сузим это все, да? Mēs to visu sašaurināsim tagad. То есть, что царь – это Господь. Tāpēc, ka ķēniņš tas ir Так они kungs. говорили, царь господин мой, да? Так Да, они viņi arī говорили. teica, Вот видите, ķēniņ, mans но kungs. священник побежал за кем? Bet priesteris skrēja pakaļ kam? За лживым. Melu. Все вот эти образы, Visi šie они veidoli, tēli, указывают на неправильное царствование в церкви. viņi parāda par tādu nepareizu valdīšanu draudzē. Да, именно прямо царствование, да. Tieši Потому valdīšanu. что мы в церкви Tāpēc, не ka имеем mēs права царствовать, draudzē mums nav tiesības валдить. valdīt. А что у нас есть? Bet kas mums ir? У нас есть право Mums ir tiesības вести. vest. То есть даже так правильнее сказать, чтобы церковь следовала, люди следовали. Drīzāk, pareizāk būtu teikt, lai cilvēki sekotu И следовали не за просто человеком, un nevis sekot vienkārši а cilvēkam, следовали за Христом и за тем, кого Бог поставил в церкви. bet lai viņi sekotu Kristumu un tam cilvēkam, ko Dievs ielic šajā draudzē. То есть как бы не за человеком, ну в любом случае получается, как бы, да, пастор, да? It kā ne pēc cilvēka, Да. bet tai pašā laikā vienalga То есть вы pēc поняли, что mācītāja. ударение, оно не должно быть, прям, знаете, и из пастора делать царя. Un nav jātais no mācītāja ķēniņš. Ну вот, и этот опять забыл, Авиафар, он побежал за Адонией, Un Ebjatārs, viņš skrēja pakaļ Adonijahu, потому что запахло звенящим. tāpēc, ka sāk skanēt pēc skanošā. Smaržot, sāk smaržot pēc Унюхал, skanošā. что есть шанс. Sauda, kad ir iespēja. И тоже выпал из воли Un Божьей. arī izkrita no Dieva gribas. И что с ними случилось? Un kas ar viņiem notika? Но поскольку есть люди, которые бодрствуют, Bet ir cilvēki, kas iestājas, даже не мама, un pat ne mamma, а пророк. bet pravietis. Видите, пророческая культура Redziet, pravietiskā есть та, kultūra которая вскрывает, ir tā, kas izceļ, та, которая направляет, tā, kas та, virza, которая корректирует, tā, kas koriģē исправляет. un labo. Ну вот. И когда царь становится, то есть когда Соломон становится царем, Un tad, kad Salamans kļūst par то есть, ķēniņu, смотрите, это прообраз того, когда в церкви tas ir kā tēls tam, ka draudzē царствует мудрость, valda gudrība, церковь будет преуспевать. draudzē būs panākumi. Когда в церкви царствует Адония Tad, kad draudzē valda Adonijahu или Авиафар, vai arī Ebjatārs, или народ, который побежал за Авиафаром и Адонияху, tātad un arī ļaudis, kas skrēja pakaļ Adonijahu un видите, Ebjatāram, там четко написано, и народ иудейский, который служил кому? un tur ir skaidri teikts, ka ļaudis, kas kalpoja Кому служил? kam kalpoja? Адонии. Adonijahu. Видите? То есть Redziet. они служили человеку. Viņi kalpoja cilvēkam, Побежали за человеком вне Иерусалима. skrēja pakaļ cilvēkam ne Jeruzalemē, Вне воли Божьей. ne Dieva gribā. Понимаете? Поэтому так важно, Tāpēc ir tik чтобы svarīgi, церковь сегодня, lai draudze šodien, она была ведома Духом lai viņa ir svētā gara и vadīta царствовала мудростью. un lai viņa valda ar gudrību. Вот как-то так. Lūk tā, Хорошо, идем дальше. ejam tālāk. Я уже сказал, Давид прообраз Иисуса Христа. Es jau teicu, ka Dāvids ir kā Salamon proobraz tēls Duha Jēzus, Svētova. Salamans kā svētam garam. Иисус завоевал для нас спасение.
Jēzus iekuroja mums glābšanu, а Дух Святой ведет нас мудростью в совершение спасения. bet Svētais Gars mūs vada gudrībā, glābšanas pilnībā. Да, то есть потому, что вы знаете, да, что есть 3 этапа спасения. Tāpēc, kad ir 3 glābšanas etapi. Первый — это тот момент, когда мы уверовали, мы спасены. Pirmais ir tad, kad mēs tikām glābti, jo mēs noticējām. И второй Un otrs, — это процесс спасения. tas ir tāds glābšanas process. Совершайте спасение ваше. Dariet šo, veiciet. veiciet šo glābšanas То есть procesu. это то, как я hожу ежедневно с ним. Tas ir tā, kā es staigāju ar viņu ikdienā. То есть потому что Библия нас учит, что кто не войдут в Царство Божие, Tāpēc, ka Bībele māca, kas Tam neies celē debesu valstībā. перечисление. Un tur ir кто не saraksts, войдут в Царство kas Небесное. neies debesu valstībā. Сегодня не будем туда. Tur mēs šodien И neiesim. третье, Un trešais, сам день спасения вот наступило. Или когда вот я физически умер, и я перехожу от смерти в жизнь. Вот, это третье. ir pati šī glābšanas diena, tad, kad es nomirstu grēkam, bet ieeju šajā dzīvībā. Нет, когда я умираю физически. Kad es fiziski Да. nomirstu. Ну, допустим, да, вот еще Иисус не пришел. Tad vēl Jēzus nav atnācis. Но я уже седой, состарился. Bet es jau esmu nosirmojis Jūs vecs, jau. un jau viss. Уже пришел мой час. Un ir atnākusi mana Но stunda. я с радостью покидаю землю сию. Un es ar prieku pametu šo zemi. Ну вот и все, понимаете? И я перехожу от смерти в жизнь. Un es ieeju no nāves Вроде бы dzīvībā. тело умирает, It kā miesa mirst, но для нас это приобретение, Библия говорит. bet mums tas ir И pārveidošanās, от tā Bībele смерти saka. я перехожу уже в жизнь нетленную, то есть уже все. Un no nāves es ieeju dzīvībā. Аминь. Amen. Так вот, видите, это третий момент. Un Сам tas ir акт. trešais moments, pats akts. Вот поэтому, драгоценные, Un tāpēc нам важно mums ir svarīgi царствовать, то есть быть ведомыми духами, быть в границах духа būt svētā gara vadītiem un būt šī svētā gara robežās и царствовать un valdīt посредством мудрости. pēc gudrības. Ависага Bet Abišaga является прообразом чистой, непорочной, незапятнанной церкви. ir kā veidols tādai tīrai, svētai, neaptraipītai Видите, draudzēji. она служила Давиду, царю. Viņa kalpoja Dāvidam, bet Šeba Пришла aizgāja к pie Давиду Dāvida говорить о Соломоне. runāt par Там Salamanu. обратно говорится, и Ависага прислуживала ему. Заметьте. Un tur ir apakaļ rakstīts, ka Abišaga kalpoja viņam. Да. Так вот, и Ависага — это чистая, незапятнанная прообраз церкви. Un Abišaga ir kā tāds tēls tam, kad ir tāda Nesmatrя- neaptraipīta tīra draudze, Несмотря на то, neskatoties, что она служила и лежала с Давидом, и согревала его, ka viņa gulēja ar Dāvidu un sildīja viņu. Давид не познал ее. Dāvids neko nedarīja. То есть все было чисто. Viss bija tīrs. Видите, царь, то есть давайте так скажем, пастор, Teiksim tā, tad это не mācītājs, его имущество. tas nav viņa īpašums. Это не то, чем он может распоряжаться, как он хочет. Tas nav, kā viņš grib, tā viņš Церковь rīkojas. служит, Draudze она тоже kalpo. обязана заботиться о пасторе, о Viņai arī пасторской ir семье. pienākums rūpēties par Ну, mācītāju, покрывать молитвами и так далее. apklāt ar lūkšanām un Поддерживать. tā tālāk atbalstīt. Но пастор не имеет права царствовать над церковью. Bet mācītājiem nav tiesības valdīt Над церковью. pār draudzi, Над Ависагой. А вот pār Дух Святой Betšebu. Bet svētais gars есть тот, который царствует в церкви. ir tas, kurš valda И draudzē. если он царствует Un ja в viņš церкви, valda draudzē, все тогда правильно. viss tad ir Всё pareizi. работает. Адония является прообразом пасторского служения. Adonijahu ir kā tēls mācītāja kalpošanai. Неправильного. Nepareizas valdīšanas. Видите, он вне рамках. Viņš nebija robežās. Никто не имеет права переступить границы Духа Святого. Nevienam nav tiesības pārkāpt svētā gara Ни мама, robežas. Ne mammai, ни дети, ne bērni, даже не жена. pat ne sieva. Только Дух Святой может быть тем, кто направляет, наставляет, научает. Tikai svētais gars var būt tas, kurš virza, vada un nostāda. Мы не можем, дорогие, каждый Mēs из nevaram. нас, каждый здесь Katrs no mums, kas šeit esam, переводчик, tulkotājs, пастор, mācītājs, помощник, palīgi, совет, padome, члены. locekļi. Никто из нас не имеет права позволить себе запятнать Церковь Божью. Nevienam nav tiesības Обтрапить. aptraipīt Dieva draudzi. И священник, который участвовал в пиршестве Адонии, Un priesteris, kas piedalījās Adonijahu iesvētīšanā, тоже был человеком, который кидал порок на церковь.
kurš meta šo pravieti uz draudzi? Не, Kā tas ir? это, ну, Kauna traipu uz draudzi. так вот, драгоценные, видите, я вам предлагаю все равно дома перечитать осторожно, Es piedāvāju vienalga jums mājās prātīgi visu izlasīt, повникать в это, iedziļināties tajā. потому что тут есть важные такие моменты, Tāpēc, ka te ir tādi svarīgi momenti. как потом, вот, давайте еще чуть поговорим об этом. Mēs vēl nedaudz parunāsim par to. Помните семьи? Tā, это я не atcerieties, Это тот, который на Давида камни и пыль бросал, когда Давид убегал от Авесолома. tas ir tas, kas meta uz Dāvidu akmeņus un putekļus, ka viņš bēga Когда он бежал от Саула? no Да, Saula, kad viņš bēga. Нет, он уже от Авесолома бежал. Это родственник Саула. Это Viņš ir вот. radinieks Да, Saulam. да, он был. И когда Давид вернулся, то есть уже его воцарили, Un tad, kad jau viņu kronēja, Давида, Dāvidu, этот испугался. viņš sabijās. Но Давид говорит, ладно, прощаю. Bet Dāvids saka, labi, piedodu. Но, смотрите, но когда становится царем Соломон, Bet, kad par ķēniņu kļūst Salamans, сердце его затрепетало. viņas sirds ietrīsējās. Kāpēc? А в чем прикол? Kur ir āķis? В чем фишка? Kur ir šis āķis? Почему так? Kāpēc tā? Давид сказал, что все отпускаю, Dāvids saka, visu atlaižu, но когда становится царь Соломон царем, bet, kad Salamans kļūst par ķēniņu, тогда Давид говорит ему, tad Dāvids viņam saka, был, говорит, такой вот семьи, bija šāds cilvēks, который делал то-то, то-то. kurš darīja to un to. Вот смотрите, видите, ни один грех не проходит мимо. Redziet, neviens grēks nepaiet Соломон garām. делает очень мудро. Salamans dar ļoti Он gudri. приглашает его, и смотрите, вот Viņš viņu вам, uzaicina, вот вам очень хороший момент. un te ir ļoti tāds labs moments. Ой, ты проклинал отца моего, Tu nolādēji manu tēvu, но живи в стенах Иерусалима, он говорит ему, bet dzīvo Jeruzalemes sienās, в границах Духа Святого. svētā gara robežās. Но как только ты Bet tik līdz tu выйдешь за стены Иерусалима, iziesi ārā no šīm Jeruzalemes sienām, за рамками Духа Святого, aiz svētā gara Что с тобой robežām, будет? kas ar tevīm būs, ты умрешь. tu mirsi. Помните, да? Вы помните, кто знает эту историю? Kurš zina šo stāstu? Что случилось? Kas notika? Да, слуги ночью убежали, никто не знает, Viņš никто не aizskrēja видит. pakaļ variem, tad viss Nociju. aizskrēja, neviens neko nezina. Надо же Naktī ему догнать своих рабов. viņam ir jāskrien Два, мне pakaļ кажется, saviem было, не vergiem. помню. Двое было, Bija да? divi vergi. Видите, и он бежит за ними. Un viņš skrien И pēc что viņiem. делает царь Соломон? Un ko dara ķēniņš Salamans? Вызывает его Izsauc и viņu говорит, un в saka, день, когда ты вышел, dienā, kad ты tu подписал izgāji, смертный tu приговор. parakstīji nāves spriedumu. Почему? Kāpēc? Почему? Kāpēc? Никто не знал. Neviens Смотрите, nezināja царствование мудростью valdīt ar gudrību, открывает те тайны, которые даже происходят ночью, никому не видимые atver tos тайны. noslēpumus, kas pat ir redzami naktī, kurus neviens neredz. Понимаете, дорогие? Jūs saprotat? Вот видите, другой уровень царствования, Cits līmenis когда valdīšanai, царствует Соломон. kad valda Salamans. Он вышел за границы Viņš izgāja aiz robežām, Духа Святого. svētā I gara on robežām, umira. un viņš nomira. И слуги Семея Un šī cilvēka kalpi, Šemija kalpi, это прообраз его грехов, которые его и убили. tas ir kā tēls viņa tad grēkiem, kas viņu arī nogalināja. Послушайте, драгоценные, грех всегда выведет тебя за рамки Святого Духа. Un atcerieties to, ka grēks vienmēr jūs izvedīs ārpus rāmjiem. Грех всегда тайно сделает так, чтобы ты попался на крючок. Grēks vienmēr izdarīs tā, lai tu slepenībā uzāķējies uz šī āķa. Dārgie, я понимаю, что я чуть-чуть сегодня так набросал вам, да? Es saprotu, ka šodien es tā kā sametu Мне jums. просто хотелось как бы передать все вот эти прообразы. Man gribējās jums nodot visus šos tēlus, Но я думаю, что следовало бы поговорить нам более детально un es gribētu, lai mēs parunājam daudz detalizētāk именно о царствовании Соломона, par ķēniņa Salamana о valdīšanu, царствовании мудростью, kā valdīšanu ar как прям, gudrību, чтобы иметь инструмент, как нам ходить в это. lai būtu šis instruments, kā mums staigāt. Если мы будем в духе, Ja mēs būsim garā, если каждый из нас ja katrs no mums будет в духе, būs garā, мы будем
в безопасности. Mēs būsim drošībā. Мы будем в рамках. Mēs būsim rāmjos. Мы не выйдем за. Mēs neiziesim Там, где есть ārpus. смерть и пагуба. Tur, kur ir krišana un nāve. Или, по крайней мере, ты будешь попадать мимо цели. Vai arī tu visu laiku vienkārši trāpīs garām mērķim. Если мы будем в духе, будем в рамках и в границах Святого Духа, Ja mēs būsim svētajā gara rāmjos, мы не ошибимся mēs nekļūdīsimies с Духом Святым. ar svēto garu. То Он будет нас исправлять, Viņš mūs labos, и мы не будем наказаны. un mēs netiksim sodīti. В общем, остаемся в рамках Святого Духа. Paliekam svētā gara robežās. Забыл сказать, да. Смотрите, драгоценные, когда Самуил воцарился, Kad Samuēls kļuva par вот ķēniņu, это очень важно для того, чтобы мы оставались в рамках. un šis ir ļoti svarīgi, lai mēs paliekam šajos Что rāmjos. Самуил делал? Ko Samuēls darīja? Соломон, простите. Salamans, ko darīja? Простите. Что Соломон делал? Ko Salamans darīja? Когда он стал царем, первое, что он сделал? Tad, kad viņš kļuva par ķēniņu, pirmais, ko viņš darīja? Он воззвал к Богу. Там так и Viņš написано. sauca uz Воззвал. Dievu. И Бог явился ему. Un Dievs viņam Вот parādījās. ключ. Un šeit ir atslēga. Один ключ сегодня вам даю. Vienu atslēgu es jums dodu. Первое, самое главное. Pirmais, pats Для того, galvenais, чтобы оставаться в рамках. lai paliktu В rāmjos, безопасности. drošībā, Не попасть в какую-то беду. lai neiekļūtu kādās Быть bēdās. в воле Божьей. Būt Dieva gribā. Что надо? Kas ir jādara? Вопрошать. Ir jālūdz. И точно так же, как Иисус сказал, прежде всего, Un tieši tāpat kā Jēzus teica, visu pirms ищите Царство Божье. meklējiet Dieva valstību, Остальное вам приложится. bet pārējo jums pieliks. Именно так Соломон взыскал прежде всего воли Божьей, Un Царство tieši Божьего. tāpat Salamans vispirms meklēja debesu Смотрите, valstību. вот вам вот оттуда оно и берется, что Un no он turienes не tas tiek искал, ņemts. как именно царствовать Viņš nemeklēja, kā valdīt по своим пониманиям, pēc savas а saprašanas, он искал Царство Божьего. bet viņš meklēja debesu И что valstību. ему приложилось? Un kas viņam tika pielikts? Все. Viss. Видите? Redziet, Вот что значит быть в стенах Иерусалима. lūk, ko nozīmē būt šajās Вот Jeruzalemes что sienās. значит не выйти за пределы вообще без воли Божьей. Neiziet ārpus vispār bez Dieva gribas. И смотрите, что самое интересное. Un kas ir pats Самое interesantākais? интересное, Pats interesantākais, что Самуил не вышел за пределы, kad Samuēls viņš neizgāja ārpus, но практически весь мир к нему проходил в стены Иерусалима. bet ka praktiski visa pasaule nāca pie viņa šajās Когда Jeruzalemes он жил sienās. в воле Божьей, в мудрости, Tad, kad viņš dzīvoja Dieva gudrībā, царица Савская пришла к нему. ķēniņiene nāca pie viņa. Как будет Савская? Salamas Да, ты права, точно. ķēniņiene. Теперь я тоже вспомнил. Tagad es arī atcerējos. Да, так вот, я сам лично не читал этого, Es pats to personīgi Я это nelasīju. подчеркну. Es to pasvītroju. но есть рассказы, и об этом говорят, где-то, видимо, есть записано в древних книгах. Ir rakstīts, un iespējams tas ir un arī ir stāsti, iespējams tas ir pierakstīts kādās Я senās слышал grāmatās. Es to esmu dzirdējis, Что когда царица Савская пришла к Соломону, kad šī ķēniņiene nāca pie Salamas. Salamas ķēniņiene nāca pie Salamana. то она упала в обморок Tad viņa noģība от того, что она увидела. no tā, ko viņa redzēja, Что у Соломона kad Salamanam слуги жили как цари. kalpotāji dzīvoja kā ķēniņi. Вот к чему приводит царствование мудростью. Lūk, pie kā noveda valdīšana gudrībā. Она где-то там за 3-9, не знаю, морями, коленами, горами Viņa tur aiz 3-9 jūrām слышала про какого-то мудрейшего человека. dzirdēja par kādu visgudrāko cilvēku. И она говорит, надо поехать посмотреть. Un viņa teica, jābrauc, И jāpaskatās. все ей говорят. Un viss viņai Ну, я, saka, конечно, сейчас рисую картинку, es как vienkārši бы. tikai zīmēju Это ainu. не написано. Tas nav rakstīts. Куда ты попрешься? Kur tu Ты представь, pērsies? это океан переплыть, 9 гор перейти, 100 разбойников разбить надо всех, Tad да? okeānu jāpārpeld, 9 kalnus ir jāpārkāpj, un tad vēl tur jācīnās. Да, ты прав, точно, не поедем. Jā, tev taisnība, nebrauksim. Потом она слышит опять мудрость про то, что мать забрала, одна женщина украла ребенка, поменяла, то есть своего во сне придушила,
нечаянно. Tad viņi dzird šo stāstu, kur mamma savējo netīšām nosmacēja И miegā поменяла un местами. apmainīja ar vietām И bērnus. приводит, и те спорят, и не могут разделить. Un viņu pieved pie šī ķēniņa, un viņi tur strīds nevar Царь говорит, sadalīt. разрубите напополам. Un ķēniņš saka, sadaliet uz pusēm. И мать говорит, настоящая мать, нет, нет, пусть лучше живет. Un īstā māte saka, nē, lai dzīvo. И Соломон говорит, отдайте ей. Un Salamans saka, dodiet И она viņai. слышит это, царица Савская. Un dzird šo ķēniņiene Sālemas. Es pierakstīšu. Давай, Ķēniņiene. запиши, да. Она слышит это и говорит, нет, я точно должна видеть этого человека, который такую мудрость источает. Un viņa saka, nē, man ir tiešām jāredz šis ķēniņš, kas ar tādu gudrību runā. Все равно, сколько океанов, сколько гор, разбойников, убийц, я беру все свое воинство и едем смотреть. Vienalga, cik okeāni, kalni, noziedznieki. Хоть в космос Es полечу. ņēmu savus mantas un На es Марс dodu хоть skatīties полечу. kaut uz kosmosa, aizlidošu uz Marsu, Но я должна видеть этого bet человека. man ir jāredz šis cilvēks. Драгоценные, когда ты царствуешь, Tad, kad tu valdi, давайте так скажу, когда ты в Царстве Божьем, tad, kad tu esi debesu valstībā, когда valdībā. ты наполнен им, Tad, kad tu esi ar to piepildīts, люди захотят всегда видеть Царство Божье. cilvēki vienmēr gribēs redzēt debesu Им не valstību. интересно Царство человеческое. Viņiem neinteresē В этом cilvēku миру царствуют valstība. люди лучше, чем кто-либо из нас. Šajā pasaulē cilvēki valda labāk nekā kāds no Но mums. есть царство, которому подобного нет. Bet ir valstība, kurai nav neviena Это līdzīga. небесное царство. Un tā ir debesu valstība. Значит, делаем итог, резюме. Tad taisam rezumē. Номер 1. Numur 1. Мы всегда должны остаться в границах Святого Духа. Mums vienmēr ir jāpaliek svētā gara Мы robežās. должны быть ведом Духом Святым. Mums ir jābūt svētā gara Мы vadītājai. должны царствовать Mums ir jāvalda мудростью. ar gudrību. У нас этой мудрости нет. Mums šīs gudrības Поэтому nav. мы царствовать не можем. Tāpēc mēs valdīt nevaram, Но есть автор. bet ir autors. И для того, чтобы нам иметь эту мудрость или Un, lai быть mums ведомы būtu этой мудростью, šī gudrība un mēs būtu vadīti ar šo gudrību, нам надо воззвать mums ir jāsauc каждый день, katru dienu, каждое утро. katru rītu. День должен начинаться с того, Diena ir jāsākās ar чтобы to, ты воззвал. lai tu sauktu uz Dievu. Аминь. Āmen. На сегодня аминь. Šodien amen. Давайте мы помолимся, дорогие. Lūksim, Давайте мы уже сейчас воззовем tagad jau sauksim и попросим. un prasīsim, Давайте пусть возбудится в нас эта ревность lai mūsos ir šī greizsirdība по тому, pēc tā, чтобы нам быть царями lai mēs esam kā и ķēniņi священниками, un заметьте, priesteri по образу нашего Господа. pēc mūsu Dieva tēla, Ну, образ Соломона, давайте в этом моменте скажем, teiksim, kā Salamana tēla, который царствовал мудростью. kurš valdīja ar gudrību, Не как Адония ne kā Adoniahu и не как Авиафар. un ne kā kas tas bija? Aviafar Ebjatārs. Вот так вот, дорогие. Tālūk. Давайте каждый сам, лично, Katrs pats personīgi попроси у Господа. paprasi Dievam,